50 лет назад, черным февральским утром, 23 февраля, Российская империя, сменившая маску на большевистскую диктатуру, нанесла чеченскому и ингушскому народам очередной коварный удар. Так начинается обращение президента Чеченской республики Джохара Дудаева к гражданам республики. Но на этот раз 50-летняя дата депортации чеченского народа отмечалась совсем по-иному. وارزقنا سعادة الدارين. اللهم أيد الإسلام، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واحضر من حضر الدين، واحضر من حضر الدين، واحضر يا ربنا من حضر الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسر أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم أسر أمة محمد، اللهم تجاوز عن أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم انصر لأمة محمد، اللهم اجعلنا من أمة سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بحرمة سر سورة الفاتحة. إذ došlo u Pačalka, Lofti Pačalka, президент услышал Джохар Дудаева на Альберте Уэллое. В этот тяжелый день февральского месяца очередная трагедия через зло и насилие, ложь и обман постигла наш народ, который потерял 600 тысяч живых сынов и дочерей только за 3 года. Но это только очередная была трагедия. Многовековая борьба за жизнь и право на этой земле удалось увенчать насильников очередным злом против человечества. Не только наши народы, но и любые народы духовностью, нравственностью, культурой и историей, отличающиеся, не были угодны имперскому злу и насилию. Именно они подверглись самому страшному геноциду в мире, неслыханному злодеянию в истории человечества. Лучшие сыны польской армии, десятки тысяч были залиты в одну яму. 600 тысяч только потеряли войнавский народ чеченцы и ингуши. Вместе с нами десятки названий были стерты с лица земли. Обезлюдила эта земля. Люди, которые рассказывают, оставшиеся здесь, после трагедии народа, наступил жуткий ужас. Даже над животными издевались. А что сделали из наших камней, многовековых, стоящих на могильных плитах, мы с вами свидетели сегодня, что они употреблялись для тротуаров, бордюров, фундаментов домов и даже свинарник. Мы прошли через жернова. Ложь и насилие, зло и обман, и еще раз насилие, страшная идеология человеконенавистническая, прикрытая маской гуманизма, стирала с лица земли миллионы людей. Что изменилось сегодня? Ничего империя не собирается изменять. Народоубийство в более изощренных открытых формах. Прибалтика, Молдова, Алма-Ата, Ош, Фергана, Таджикистан, Баку, Тбилиси, Армения, Абхазия, Осетия, Ингушетия. Какую карту можем еще не назвать, где зло совершается каждый день и каждый час. Ничто не собирается изменить своей политики. Здесь сегодня, на этом малом клочке земли, тысячи надгробных плит и памятников. Но если бы
всю территорию города Грозного, 500-тысячного населения заполнить вот такими же памятниками, не хватило в этой территории, чтобы поставить камни каждому, кто на дорогах в Сибири, Урале, Севере, Азии залегли костьми наши сыновья и дочери. Ничто не меняется в этом мире. Ни имперская политика, поддерживаемая Западом, на которую уповали о защите прав человека и свобод, здесь существует только право сильного, право алчного, право злого. И каким ядом надо бы отравить собственный народ России, если, убивая сотни тысяч лучших сынов Польши, свидетелями которых были десятки тысяч людей, в течение 50 лет ни один не выступил свидетелем и ни один не выразил сочувственного слова. Вот таким ядом идеологии пропитана Российская империя вся. И она это показала здесь, не где-нибудь, а на Кавказе снова. Рядом с нашими братьями и сестрами в Ингушетии. Так и хотят, чтобы народы вечно отмечали трауры. Один траур за трауром. Ежегодно, ежемесячно. Люди и матери склоняли свои головы в слезах, прося Всевышнего избавить от очередной трагедии. Я так не согласен, и я прошу народ, что нет на земле силы, ни оружия, ни войск, которые могут победить ту. Это показал Афганистан, самая сильная армия в мире, и держава 10 лет ковырялись и не сломили этот народ только потому, что там был дух. Вьетнам, Ирак, Сомали, а теперь все как коршуны набросились на бедную Югославию, как коршуны делить добычу. То бомбардировки, то уничтожение, то пряник, то кнут. В этом мире выживают только сильные духом. Кавказу надо осознать, что единство Кавказа — единственная перспектива от очередного уничтожения и унижений. И я прошу сегодня проститься с трауром и трагедией, которая постигала кавказский и чеченский народ. Сегодня мы проводим последний путь с этой земли. Навеки вечная национальный траур. Отныне здесь должен быть праздник, жизнь и созидание. Аллаху Акбар! Хватит обманываться. Я и сам обманываться рад, но теперь уже хватит. Спасибо.